Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот я снова приехала в центр. Приехала я сегодня в Альберес и получила заказ. Вот такой пункт у нас тоже открыли. Наконец-то до нас тоже дошла цивилизация. Мне нужна была вот такая штука. Заказала мне Роза. Наш малыш, маленький хулиган, сломал мне небулайзер. Все ломает. Тем более, как раз мне в это время надо лечить внука. Камера для компрессорного ингалятора. Сейчас как раз мне надо для внука. Я получила, теперь поеду домой. У нас очень много движений. Кто на работу едет, кто с работы едет, кто-то по магазинам ходит, ездит. Конечно, это Стерлибашево райцентр. Здесь больницы, МФЦ, пенсионный и много еще что-то. Люди приезжают из деревень. Немножко идет снег. Конечно, и ночью был снег. Мы с ребятишками немножко почистили снег. Сейчас они дома делают уроки. Возможно, дети до понедельника будут обучаться дома. Все это из-за ковида. Вот столько снега у нас. Я вам давно не показала. Снег, конечно, чистят. Пока без проблем. Владислав у меня немножко приболел, и сейчас уже улучшение есть. Температуры, конечно, нет, но очень сильно кашляет. Лечу. Сейчас будем делать ингаляцию. Ингаляция всегда помогает. Я и себе делаю ингаляцию. Когда мне дышать плохо, я принимаю пирадуал. Часто, конечно, принимать нельзя. Ну а куда деваться, если начинаются одышки? Очень тяжело. Поэтому включаю себе ингалятор. Вот до дома доехали мы. Вот как чисто мы все здесь поработали.
до утра, наверное, опять будет снег. Арчи, малыш, что ты тут делаешь? А? Наблюдаешь? Хочешь играть? Ингалятором хочешь играть? Ах ты наш хулиган маленький. Ты наш хулиган маленький. Вон какой он красивый. Ну, хулиган. Ушел. Вот наш ингалятор. Этот ингалятор служит нам уже несколько лет. Когда Роза приехала в отпуск, заболела, я уже даже не помню, не знаю, Сонечка, не знаю, Анечка. Это было летом. Роза купила, пользовались и оставила нам. Конечно, мы уже несколько лет пользуемся, и очень хорошая вещь. Но, конечно, после болезни я часто принимала Бирадуал. Мне, кстати, помогает. Бирадуалом, конечно, пользоваться постоянно нельзя, будет привыкание, сказала Роза. Она у меня медик. Ну, лазолваном тоже принимаем. Сейчас я хочу лазолваном Владика лечить. Физраствор и плюс лазолван 10 капель. Минут 10-15 он будет дышать и полегчает. Ну, уже у меня Владислав поправляется. Температуры не было, слава богу. Сейчас я хочу делать ему ингаляцию. Вот такую вещь у нас Арчи сломал. Небулайзерная камера для компрессорного ингалятора. У меня, конечно, всегда около кровати тумбочки стоит ингалятор. Когда мне плохо, я дышу. И оставляю там же тумбочки. Мы Арчи в мою комнату не пускаем, но все равно каким-то путем он умудрился зайти. Хотя стараюсь закрывать дверь, он все равно как-то смотрит, когда я оставлю дверь открытой. И что-то там делает, натворит делов. Я вот так ставлю. После лечения. И у меня как-то он уронил. Я думаю, что это он уронил. Сам выбежал, испугался. И смотрю, у меня он сломал. Клеить невозможно. Спасибо дочери Розе. Как только я ей показала, она мне сразу заказала. За 3 дня заказ пришел. Только не думайте, что это реклама. Вот, спасибо моей дочери. Красота. Это маска детская, а это взрослая. А это для рта. Вот так. Красота.
За какие-то 2-3 дня мы уже получили. Я уж очень переживала, попробовала клеить. Здесь вообще клеить невозможно. Сейчас я полечу своего золотого мальчика. Кстати, дети только начинают кашлять, когда я замечаю что-то или с голосом что-то не то, или чуть-чуть они замерзнут. Я быстро делаю им ингаляцию и помогает. Да и сама тоже пользуюсь. Так, 10 капель. Вот и все. Выздоровлю, приеду, Аллах верса. Вы меня, пожалуйста, не теряйте. Ждите, пишите комментарии. Я постараюсь вам ответить. Если разрешат, я вам покажу внутри санатория, какие лечения мы получаем, с чем нас кормят, какой уход. И красоту сниму там. Я слышала, что там очень красиво. И воздух такой чудесный, лечебный. Без санатория, конечно, мне никак нельзя. Надо восстановиться, пройти реабилитацию. Вы тоже, мои хорошие, не болейте. Я прочитала в комментарии, что все-таки мои подписчицы болеют тоже. Выздоравливайте, мои хорошие, поскорее. Не болейте, не поддавайтесь. Все будет и с вами, и с нами хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, удачи, успехов, благополучия в семье и много-много радости. Всем пока-пока. До следующих встреч. Осторожно, ладно? Очки снимай, а то потеют.